Завершить газификацию страны Владимир Путин поручил правительству в срок установить соответствующие целевые показатели. Клещи в Нерюнгринском районе. Жертвами этих животных стали 7 человек. В совхозе «Новый» заканчиваются посевные работы. Это лето он встречает в составе Саха-племобъединения. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 и 2030 году. Подчеркивается, что к этим срокам должны быть установлены соответствующие целевые показатели на основе актуализации и утверждения региональных программ. Также поручено сформировать источники финансирования мероприятий по подключению россиян к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Кроме того, поручено внести изменения в порядок формирования топливно-энергетических балансов. Для этого нужно предусмотреть прогноз потребностей населения в газе, а также в альтернативных источниках энергии. Отдельный пункт касается цифровизации мероприятий по газификации. В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. За весь период распространения зафиксировано 2380 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки 72 случая зарегистрированных. Из них максимальное количество – это опять город Якутск, 64 случая. 3 случая – это Намский и Алданский район, и 2 случая – это город Мирный. Всего у нас проходит стационарное лечение и амбулаторное свыше 1000 пациентов. Максимальное количество, конечно, это город Якутск. К сожалению, сегодня зарегистрировано 12 случаев подтвержденных коронавирусной инфекции у умерших пациентов. Значит, наибольшее количество у нас сегодня поступлений, в том числе и по деткам. Сегодня они уже составляют порядка 40%. Нас радует, конечно, что они являются бессимптомными, но тем не менее они являются, я еще раз подчеркиваю, это источником переноса инфекции. За прошедшие сутки выписалось всего 100 человек из наших стационаров. Клещи покусали 7 жителей Нерюнгринского района. Случаи нападения этих животных зафиксированы в самом районе, если ранее происходили привозные случаи. Роспотребнадзор отмечает, что клещ прижился и адаптировался к перезимовке в Южной Якутии. Они появляются не только на дачных участках и лесных территориях, но и в пределах населенных пунктов. И это 4 из 7 укусов. Все клещи направлены на обследование в вирусологическую лабораторию. По 4 известен отрицательный результат. Надо не забывать, что, конечно, основным методом профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. Кроме этого, существуют неспецифические меры профилактики, такие как ношение одежды, закрывающей все поверхности тела, применение репеллентов, проверка после выхода из лесопарковой полосы и так далее. Ну и в случае нападения надо незамедлительно обращаться в медицинскую организацию для проведения всех профилактических мероприятий. А клещ, который человек может с себя снять, или с себя, или с животного, приносится в медицинскую организацию или в Центр гигиены и эпидемиологии для отправления его на исследование на клещевой энцефалит. Для голосования по поправкам в Конституцию в Якутии напечатают 500 000 бюллетеней. Процесс печати идет в типографии медиахолдинга «Якутия». Специализированные станки в час выводят 6000 бюллетеней. Это значит, что на следующей неделе процесс будет завершен, после чего начнется развоз по муниципалитетам. Формат бюллетеня А4, печатается он на специализированной бумаге. Отмечу, что бюллетень будет содержать всего 1 вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию и 2 варианта ответа «да» или «нет». Мы давно готовились, договор заключен был, ждали, когда объявят. И вот с сегодняшнего дня приступили к печати бюллетеней. Ответственное задание. Весь процесс занимает не так много времени. Где-то примерно к понедельнику мы должны закончить. В субботу-воскресенье будут работать. Эти бюллетени будут храниться до того, как все отпечатается. И там специальное помещение выделено у нас, будет под охраной находиться.
Экспедиция на архипелаг Делонга в Восточно-Сибирском море получила грант Русского географического общества. Ученым предстоит фиксировать минимальные температуры в районе полюсов холода в северном полушарии. Полевой сезон запланирован на январь-февраль 2021 года. Участники экспедиции также намерены провести орнитологические, палеонтологические и вулканологические исследования на острове Беннета. Там же планируется установить традиционное жилище якутов в качестве спасательного депо и научного стационара. Совхоз «Новый» в Мирном это лето встречает в составе Саха-Племобъединения. Это подведомственное предприятие ФПК «Туймада» города Якутска. Сегодня предприятие заканчивает посевную. Какой план в этом году, расскажет Анна Винокурова. Новенький трактор с сеялкой вдоль и поперек проходит поле. Посевные работы в совхозе «Новый» начались в конце мая. Как и в другие годы, здесь сажают овсяно-гороховую смесь, подсолнечник и люцерну. Все те однолетние кормовые культуры, которые понадобятся для корма скота зимой. Я очень надеюсь, что в этом году будет неплохой у нас урожай, потому что лето обещают теплое. Но, говорят, конечно, засушливое, но мы надеемся, что на нашей стороне будет природа, и мы возьмем хороший урожай. Будем готовить сенаж, то есть на зимний период у нас будет для скота корм. Кормобазу мы традиционно готовим и здесь, и традиционно закупаем в Сунтарском районе. Уже договоренности есть, то есть сено мы будем приобретать и там на зимний период. В составе акционерного общества «Саха-Племобъединения» сотрудники получают консультации по сельскохозяйственным работам от финансовой агропромышленной компании «Туймада». Это существенно облегчает работу и делает ее комфортной. Нынче сотрудники совхоза «Новый» засеют кормовыми культурами 2 поля. План фермеров по высадке – 80 тонн. В этом году посевные работы будут на 214 га земли. Работы по посеву в предприятии планируют закончить буквально через пару дней. После окончания посевной отдыхать не придется. Начнутся работы на сенокосе и летнике. Чтобы поголовье скота питалось свежей травой и качество молочной продукции стало лучше, коров загоняют на летние пастбища. Планируем в этом году выйти на летних 10 числах июня. У нас летник находится на участке Булдыри. Помимо этого, в этом году мы молодняк отдали на доращивание 134 головы. Один день год кормит. Эту народную поговорку здесь знают хорошо. И добавляют: успеем, не подвела бы погода. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Театры по всему миру перешли на новый режим, они показывают онлайн. То есть люди смотрят постановки на определенных площадках в Инстаграме, Ютубе и других. Экспериментом Саха академического театра станет новый проект режиссера Сергея Потапова «Моноспектакль» под названием «Белый бизон». Премьерную постановку представят в прямом эфире на страницах Саха театра в Инстаграме и Ютубе 15 июня. Держать внимание зрителей – это очень сложно. Особенно это важно в театре. И вот мы решили, что немножко такой провокационный, такой экстремальный сюжет может держать внимание зрителя современного. Как бы сложно технические какие-то стороны, мы все-таки театр, не телевидение, да, у нас такого вот нету. И мы сейчас тоже ищем, как-то сами пробуем, экспериментируем с этим. Вот. И надеюсь, у нас получится. По-якутски «сюрех», по-кумыкски «юрек». Литературно-публицистический журнал «Якутии» перевел стихотворение дагестанского поэта Багватуддина Самадова на якутский язык. Произведения посвящены Великой Отечественной войне и 75-летию Победы. Подробности у Айсены Бурнашовой. Şaharlarda, qamavlarda qalğanlar, ol düşmanını öz yerine salğanlar. Дагестанский поэт поднимает тему нравственности, родины и дружбы. Из числа переведенных на якутский язык стихотворений есть и произведения про героев Великой Отечественной войны. Но особое место в творчестве Багавуддина все же занимают стихи о любви к матери. Всего якутский журнал украсили 4 произведения автора. Переводом занимался Афанасий Гуринов, Арчелан. Творения Багавуддина отличаются патриотизмом, проникновенностью и какой-то народной глубиной. По-кумыкски «Анам алды
yüreğimni, gönlümni. А по-якутски это будет ием, ете, сюрякпин, купун, сюрбин. Моя мать разбудила мое сердце и душу. Чтобы достичь максимальной идентичности с оригиналом, Афанасий Гуринов опирался на свои знания тюркских языков и их сходства. В свое время проходил аспирантуру по специальности тюркские языки. Кумыкский язык также является тюркским, поэтому у нас вот грамматика одна и та же. Я понимаю тюркские языки, поэтому-то и вот мне, наверное, легче было. Более-менее. Литературные переводы поэтических произведений раскрывают красоту слова и обогащают язык, уверен якутянин. Но самое главное, они позволяют вести диалог культур вне зависимости от границ. Мне так удивительно было, что и якутский, и кумыкский языки, они очень схожи, очень похожи. Есть схожие слова. Gece biz, уходят время, уходят люди. Anam aldı yüreğimni gönlümnü. Лишь матери я нужен. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Якутск, Улубияул, Дагестан. Мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.